В эфире программа «Актуальное интервью». Ситуацию со слухами о коронавирусе уже прозвали инфодемией. Почему возникают фейки? Кому они нужны? Как отличить ложь от правды? И как соблюдать информационную гигиену? Об этом мы сегодня поговорим с Александрой Буратаевой, российской телеведущей, депутатом, а ныне общественным деятелем и блогером. Александра, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, какие самые распространенные фейки о пандемии вам запомнились за последнее время и почему они обратили на себя внимание ваше? Но мне кажется, самые распространенные это о том, что это придуманный специально вирус, что это вирус искусственного происхождения. Это, во-первых, это самый, мне кажется, распространенный. И второй, значит, фейк, что все это ведет к какому-то чипированию. И что людей специально сейчас приучают к цифровому, к жизни в цифровых условиях, что наших детей сейчас превратят в биороботов. Ну, в общем, очень много этих всяких слухов. И самый ужасный фейк, который меня раздражает, это то, что на самом деле нет никакого вируса, а все это придумано, и все это какой-то распиаренный вирус, на самом деле его не существует. Этот фейк меня вот больше всего волнует и беспокоит. Как вы считаете, зачем и кем создаются фейки? И вообще, по большей части, это намеренное или люди случайно их сами порождают? Ну, я думаю, что, конечно же, это намеренно. Люди, если вы посмотрите внимательно, то когда идут вот эти всякие ужасные видео, там, то везде где-то есть, вставляется реклама. Ведь люди очень хотят сейчас что-то новенькое, жареное услышать и увидеть, и поэтому они открывают. То есть нужно что-то такое очень громкое. И поэтому, а там всегда скрывается какая-то реклама внутри. Это, ну, а кто-то вот просто среди блогеров, например, за счет этой горячей темы зарабатывает себе количество подписчиков. А кроме каких-то рекламных интеграций, как обычному человеку отличить правдивую информацию от лживой? Слушайте, ну, уже у нас опыт на глазах. Неужели нам недостаточно того, что произошло в Китае, в Италии, в Испании, в Америке и, в конце концов, у нас? Если бы это свалилось с Луны, тогда, возможно, мы бы сидели и вот так гадали на кофейной гуще. Но перед нами пример Китая, где все это началось и за 3 месяца закончилось. Поэтому у нас сейчас простой выбор. Либо мы идем по пути Китая, который в течение 3 месяцев справился с этой проблемой за счет жесткой, очень жесткой самоизоляции. Либо мы идем по пути Италии или Испании, где люди, знаете, вот многие объясняют культурными особенностями, традициями этих народов, потому что они при встрече целуются, обнимаются. И это такой южный народ, старики там не сидят дома, они любят ходить в кафе, выпить чашечку кофе. И вот мы пойдем вот по этому пути, или мы пойдем все-таки по пути китайцев, которые очень быстро отреагировали и очень быстро все как бы завершили. Посмотрите, нам ничего не надо придумывать, у нас уже есть вот раз и два примеры. Нам нужно просто выбрать. Для меня так лучше китайский. Я хочу побыстрее выйти на свободу. Я хочу, чтобы сейчас люди понимали, у нас есть выбор. Либо мы идем по китайскому пути, жестко соблюдаем самоизоляцию, и вирус не распространяется так быстро, как в Италии, Испании, Америке. Либо мы, ну давайте гулять вот сейчас по паркам, делать шашлык. Это очень легко сейчас выбрать. Если бы мы были первыми, да, тяжело. А сейчас очень легко. Идем либо сюда, либо сюда. Нет никакой загадки. Расскажите, а как вы сами соблюдаете информационную гигиену? И смотрите ли новостные программы, следите ли за политической повесткой? Ой, я вообще уже стараюсь давно не смотреть телевизор, потому что это у меня, ну, у меня свое представление о телевидении и о том,
как и что рассказывать. Поэтому, знаете, я в последнее время вообще практически не смотрю. Я смотрю только вот такое Wildmeet, есть такой сайт, где в ежедневном режиме выставляются цифры, вся статистика за сутки, где сколько заболело, где сколько погибло. И там можно просто сравнивать цифры и смотреть объективно на ситуацию. А если смотреть все программы, это сойти можно с ума. И как-то я решила для себя сейчас смотреть хорошие фильмы и прекрасные сериалы. Вы уже сказали, что вас раздражают те люди, которые отрицают все, что происходит сейчас, и все, о чем рассказывают и политики, и освещают в СМИ. Как вы считаете, какую угрозу, реальную угрозу эти люди несут в общество? Смертельную угрозу. Прямую смертельную угрозу. Потому что у меня перед глазами все это происходило. Я жила 6 лет в Грузии, если вы знаете. И 16 марта вернулась из Грузии, сразу же быстренько купила билет, потому что они закрывали уже на тот момент все границы. И я в это непонятное время решила, конечно, чем быстрее, тем лучше оказаться рядом с семьей, с дочерью. И знаете, у них в Грузии с 28 февраля уже на границе стояли вот эти космонавты и проверяли температуру у въезжающих. И когда мне приезжали гости, они вот в начале марта у меня были гости в Тбилиси, они так удивились, они приехали, говорят: ой, у нас там, мы так испугались, там стоят люди, космонавты, что-то там проверяют. А я говорю: так вы радуетесь, наоборот. Значит, люди уже подготовились, значит, не впускают больных людей в страну. И с 28-го, даже раньше, уже начались очень активные действия в Грузии. Я помню, мне пришла СМС буквально там 9 или 10 марта из моего фитнеса, что фитнес закрыт, что занятия переносятся, замораживается моя карта, потом закрылись кинотеатры, рестораны, кафе. То есть это было все где-то примерно 12-13 марта. То есть после того, как была объявлена пандемия, пандемия была 11 марта объявлена, 12 уже в Грузии ничего не работало. И люди уже были призваны сидеть на самоизоляции. Кто-то не захотел, и тогда ввели строгие штрафы. Даже, знаете, нельзя было ездить, до сих пор нельзя ездить рядом в машине, если рядом сидит человек. 3000 лари штраф. Это $1000, чтобы понятно было. То есть были применены очень жесткие меры. И сейчас там действует в Тбилиси комендантский час. Эти меры, вот если вы посмотрите статистику Грузии, там, по-моему, очень мало на сегодняшний день погибших и зараженных. И это только благодаря тому, что были приняты сразу и быстро такие жесткие меры. Я была удивлена, когда 16-го прилетела сюда, в Москву, вернее, 18 марта я летела через Ригу, прилетела в Москву 18 марта, а здесь все люди сидят в кафе, в ресторанах, ходят в фитнес, в бассейн. И я так удивилась, потому что уже другие страны были достаточно закрыты на тот момент. И мы потеряли вот эти 2 недели, знаете. Я вот 2 недели ругалась со своими друзьями на этот счет и говорила: что, посмотрите, что творится в мире, вы что, как бы не знаете новостей. Но вот с 2 абсолютно образованными людьми я поругалась, и они вот только сейчас говорят, что я была права. Потому что я видела, как там все резко меняется, как жизнь меняется. Сейчас до сих пор люди не могут... То есть до сих пор комендантский час действует в Тбилиси, и это дает свои результаты. У меня еще зять итальянец. Это муж моей дочери. И когда я приехала в Москву, он сказал: все, сиди на даче 2 недели, даже не подходи. Потому что в тот момент в Италии происходило такое, что уму непостижимо было. Они плакали просто каждый день. Когда мы разговаривали с мамой, она говорила: то внизу какая-то старушка, соседка умерла, то чья-то тетя умерла. Знаете, это не сказки, это происходит у меня на глазах. И поэтому, например, если моему зятю сказать вот эту версию о том, что это придуманный
придуманный какой-то вирус, то, конечно, он, во-первых, обидится очень, потому что он из Италии, он это все каждый день следил в ежедневном, ежечасном режиме, очень переживал. А во-вторых, он вообще скажет: вы что, люди с ума сошли? Но это правда, это есть. И сейчас единственный выход из этого положения – это действительно самоизоляция. Вы можете спасти себя, своих близких. То есть не надо экспериментировать, не надо, потому что кто-то там, кому-то повезло, там с первого раза кто-то не заразился. Я бы сравнила сейчас этот вирус с какой-то радиацией, знаете, его не видно, его не слышно, его нельзя потрогать руками, но он смертельно опасен. И это мы видим на примере других стран. Неужели надо учиться на своих ошибках? Все-таки, может быть, начнем учиться на ошибках других? Александра, чем вы занимаетесь на самоизоляции? Мы знаем вас еще и как активного блогера. Что это дает вам? Ну, я блогером стала вот таким активным именно во время пандемии, потому что, ну, я вообще активный очень человек по жизни. Я в Тбилиси, у меня была студия и туристический бизнес. В общем, пришлось это все прикрыть из-за пандемии. Но все равно у меня много энергии. Я решила в это время заниматься своим инстаграмом. У меня есть страница, у меня даже 2 страницы. Одна страница студии моей, а другая страница уже моя личная, Александра Буратаева. И мне было приятно, что за короткое время как-то я увидела, что люди вспоминают меня, присоединяются ко мне. И даже у меня есть подписчики из Якутии, активно мне пишут. И мне это очень приятно. И, во-первых, мне кажется, что я прекрасно провожу время, потому что я напрямую общаюсь со своими бывшими зрителями. А во-вторых, я готовлюсь, как бы это меня дисциплинирует. Я знаю, что у меня в 2 часа по московскому времени каждый день прямой эфир. Значит, я живу по плану. И мне это очень нравится и как-то меня дисциплинирует. И, с одной стороны, как-то отвлекает от этой ужасной темы пандемии. Поэтому жители Якутии, мои зрители, если есть мои поклонники старые, пожалуйста, приходите ко мне на мою страницу в Инстаграме. Очень легко найти. Александра Буратаева. У меня уже такой голубой есть шарик рядом, поэтому не ошибетесь. Александра, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Всего хорошего вам. Спасибо и держитесь, пожалуйста. Оставайтесь дома. Об информационной гигиене и пандемии мы говорили с телеведущей, блогером и общественным деятелем Александрой Буратаевой. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.